конце декабря 2019 года на базе Хатасской средней общеобразовательной школы был открыт Агрокуб. Это единственная на Дальнем Востоке научно-учебная лаборатория. Прошло уже несколько лет, и сейчас именно здесь школьники разных возрастов ежедневно трудятся над созданием инновационных проектов, многие из которых уже вышли на рынок. Так, например, жителям Якутии уже понравилась та самая уникальная тушенка из жеребятины. Также ребята работают над проектами по растениеводству. В моих руках инновационное удобрение. И еще ребята, конечно же, работают над творческими проектами и даже затронули тему красоты. Так здесь изобретают интересное мыло с содержанием хатасского меда. И есть еще и быстрорастворимые соки, и различные изделия из дерева и многое другое. Обо всем об этом мы поговорим сегодня. А самое главное, мы вам покажем. Федеральная сеть научно-учебных лабораторий «Агрокуб» Хатасской школы городского округа города Якутск. Сегодня здесь занимаются дети с 5 по 11 класс. Лаборатория ориентируется на 3 основных направления, в котором организованы у нас кружки, объединения для детей. И с 5 по 11 класс занимается по биотехнологии, агробиотехнологии и робототехнике. Также у нас все это синхронизируется с кружком «Основы предпринимательства», так как мы агробизнес-школа. Мы детей учим, чтобы каждый проект детей он был нацелен до окончательного потребителя и чтобы они умели рассчитывать себестоимость. На сегодня у нас всего по школе учится 1009 детей, и охват у нас составляет именно занятия по направлению Агрокуба 450 детей. Но при этом мы никогда не забываем про наших младших детей. Начальная школа – это та ступень, которая наши завтрашние уже дети, которые придут к нам заниматься по биотехнологии. И, конечно, для них тоже организуем кружки. Они занимаются здесь в лаборатории, учатся уже начальному этапу агрономии. Агрокуб является площадкой для реализации внеурочной деятельности нашей школы. И здесь мы организуем различные конкурсы, мероприятия. Да? И у нас имеется лаборатория, чистая лаборатория биотехнологии. Также у нас, как и у всех лабораторий, есть грязная зона, где все проекты детей уже становятся в реальность. Это грязная зона лаборатории агробиотехнологии. У нас есть возле лекторий, где мы проводим различные мероприятия, также теоретические курсы, кружки по подготовке к ЕГЭ тоже проходят здесь у нас. Есть у нас мастерская, кабинет технологий для мальчиков, где с 5 по 9 класс мальчики учатся уроку технологии. Она оснащена у нас достаточно по-современному. У нас есть большой лазерный станок, на котором ребята делают различные свои продукции, да, уже готовят, реализуют эти продукции уже на продажу. Также у нас есть там же 3D-принтеры, из которых дети уже сами начинают разрабатывать какие-то комплекты, которые не хватает для реализации своих проектов по робототехнике. Ребята на сегодня уже создали различные гидропонные установки свои. Если раньше, в 2019-2020 году у нас в лаборатории были только купленные гидропонные установки, то сейчас уже есть гидропоники, которые ребята сами собрали, а дети с кружка агробиотехнологии уже сажают туда свои растения, которые они клонируют в чистой зоне. У нас есть чистая зона лаборатории, где есть все условия для создания микроклонального размножения растений. То есть дети занимаются уже выращиванием растений в условиях инвитро. У нас растения сперва растут в пробирках, потом переходят уже в обычное для нас привычное состояние в землю. Да? И там есть все оборудования, которые делают химический анализ всех
состав всех растений, всех продукций, которые дети реализуют на сегодня. То есть те продукции, которые придуманы нашими детьми, они полностью проходят весь химический анализ. Где-то дорабатываются, где-то что-то добавляется, может, где-то нужно что-то убрать и так далее. Ну, Агрокуб, он, естественно, бесплатная площадка для наших обучающихся, но также мы проводим различные мастер-классы, семинары, как для педагогов, так и для учеников. К нам часто приезжают с города ребятишки, проводят здесь один день своего интересного дня, так как у нас есть всякие квесты-игры, мастер-классы, которые посещают уже все, классом дети приходят и проводят весь день у нас в лаборатории. Помимо кружков и дополнительного образования у нас еще реализуется профессиональное образование в школе. То есть наши ученики с 9 по 11 класс уже сейчас внутри школы получают еще и 4 основных. Пока у нас 4 профессии. Это водитель категории А, Б, С, именно как тракторист. И еще мы внедрили профессию цветочница по флористике. То есть здесь уже девочки собирают букеты, составляют различные комнатные растения, высаживают, умеют за ними ухаживать и так далее. С 2017 года наша школа работает в агротехнологическом направлении. И каждое лето мы трудоустраиваем своих детей, то есть у нас уже организован летний трудовой отдых детей. Мы уже сейчас не только летом детей трудоустраиваем, но уже трудоустраиваем детей круглогодично. Проект у нас реализуется совместно с сельскохозяйственным производственным кооперативом нашей школы. И еще у нас есть соглашение с Центром занятости города Якутска. То есть наши детишки, помимо зарплаты с нашего СХПК, они еще получают доплату по поддержке именно Центра занятости города Якутска. На сегодня у нас самым таким ярким, наверное, бизнес-проектом наших детей является тушенка из жеребятины высшего сорта, которая имеет абсолютно все документацию, да, всю. Наши девочки, которые реализуют данный проект, Петрова Каролина уже имеет удостоверение повара 5 категории. И все санитарные нормы мы придерживаемся при приготовлении данного продукта. В этом году наша школа начала принимать участие как сельскохозяйственный производитель в Всероссийской аграрной выставке «Золотая осень». У нас уже есть 4 медали, 2 золотых, 2 бронзовых за проекты наших детей. Золотую медаль удостоились у нас 2 проекта. Это наша тушенка из жеребятины высшего сорта и чай, Иван-чай с шиповником. Также бронзовую медаль у нас удостоилась наш мед. Пасекой занимаемся 2019 года. В прошлом году наша школа, когда стала победителем международного конкурса «Макаренковские чтения», нас пригласили в проект «Умный улей» по движению агро-НТИ и подарили нам умный улей. И летом 2022 года умный улей был внедрен в нашу пасеку. Также по движению агро-НТИ мы сегодня имеем умную лабораторию и имеем агрокоптер, который управляется тоже с помощью программирования. Я нахожусь в чистой зоне Агрокуба, и здесь вовсю кипит работа. Рядом со мной находятся школьники, которые работают над интересным проектом. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Что перед нами находится, что это такое и над чем вы работаете сейчас? Перед нами находится МГ-бот «Умная теплица». Нам его предоставил Санкт-Петербургский технический университет для проверки его использования в условиях Крайнего Севера. Это прототип, и в дальнейшем мы хотим увеличить его в размерах. То есть как происходит процесс? Мы видим, что это теплица, да, значит, у нас она из дерева, да, и у нас есть пластиковые такие окошки, да?
оргстекло. Оргстекло. Видим то самое растение, подача воды. Что вот здесь вот происходит-то внутри? Там есть матрица, которая включается, когда начинает темнеть. И еще есть датчики, которые отвечают за жизнеобеспечение растения внутри. И еще серомотор, который открывается, если слишком сухо становится внутри. То есть в идеале у этой теплицы будет работать все автономно, да? То есть человека не надо, да? Будет все контролироваться самостоятельно, да? Нужно будет, откроются окошки, нужно будет подача воды, все сделается автоматизированно. Да, но надо будет поливать воду. Я наблюдаю за этим растением в течение месяца, и моя задача обеспечивать воду. Он программируется в приложении Arduino IDE на языке программирования C++. У него имеется еще более сильный чип, чем у Arduino. Итак, дорогие друзья, мы очень надеемся на то, что благодаря разработке этих юных исследователей совсем скоро на территории нашей республики появятся вот такие уникальные теплицы, где все будет работать вот так вот, как именно здесь, в этой маленькой модели, да. И, конечно же, самое главное, чтобы урожай у нас увеличился, правильно? Да. Это наша цель. Лаборатория оснащена высокотехнологичным оборудованием для проведения научных, практических и исследовательских работ. Дети на практике знакомятся с передовыми современными технологиями, которые сегодня применяют в сельском хозяйстве, что позволяет расширить область проектной деятельности учащихся, а также позволяет им получить различные навыки работы в научно-учебных лабораториях. Сейчас остро стоит вопрос продовольственной безопасности у нас в стране и вообще в мире, да. И такие условия в школьной лаборатории создаются для того, чтобы дети научились работать в лабораторных условиях, знали направление биотехнологии, да, что все растения, все продукты, которые мы потребляем, были полезны и нужны для организма человека. То есть это в первую очередь для того, чтобы они понимали, насколько это важно. Да. То есть все продукты у нас должны быть экологически чистыми. Правильно, да? да? Ну и, конечно, программа-то наша называется «Мы вам покажем», а значит, нужно что-то показать. Вот по мне, так человеку далекого от химии, биологии там, и растениеводства, ну, непонятно, особенно вот это непонятно, где здесь картошка. Ну, давайте обо всем по порядку, да? То есть как происходит весь этот процесс? Ну, в принципе, сейчас многие замечают, когда картофель это второй хлеб, да, у нас, и все равно каждый день, да, мы потребляем картофель в пищу. И, соответственно, мы, когда чистим, замечаем, что есть какие-то болезни, может, неправильные формы, да, и если даже и по внешним показателям он вроде бы нормальный, то если мы разрезаем, то внутри тоже обнаруживаем следы болезней и вирусов. То есть вот эта коричневая сердцевина бывает Да. такая, да, пустота, да? Да. А вот тот самый зеленый налет, такой зеленый цвет То после срезания кожуры, это тоже плохо? Да. Это говорит о чем? Химический состав данного продукта тоже меняется и, соответственно, небезопасен для потребления. Ну и не зря говорят, что с таким цветом внешнего вида не рекомендуется потреблять Вообще, пищу. да? Да. Ну, соответственно, вы все-таки работаете на качество, да? Да. И вот ребята приходят на уроки к вам и пытаются вырастить хороший картофель. Из чего, как это все выглядит? Ну, вычистить и вообще оздоровить клубень картофеля мы здесь в нашей лаборатории делаем способом микроклонального размножения растений в инвитро. Инвитро – это такой способ выращивания растений в условиях пробирки. И, соответственно, тут у нас растение растет именно в закрытом, таком в чистой зоне, то есть здесь нету других примесей воздуха, да, и так далее. То есть мы добиваемся того, чтобы сюда не попадал воздух внешний, да, и как вы видите, здесь очень много микроклубней. Именно микро, видите? Вот очень, эти коричневые, да? Да, эти выпуклости? клубни в последующем мы должны посадить, уже внедрить в почву. Затем мы получаем уже мини-клубни.
Вот они, да, мини-клубни. А их трогать можно? Ну, в принципе, можно, но нежелательно, потому что сейчас там прорастает уже, да, и вот мы вот из так него, покажем. да, мы сейчас из него, ну, в принципе, из него получаем меристемное размножение продолжается, то есть с одного такого мини-клубня мы можем способом инвитро получить в год более 18 тысяч идентичных клонов, выращенных в условиях лаборатории. Так, 18 тысяч клонов – это 18 тысяч картошек? Да. Ну, условно, таких вот пробирок. 18 тысяч в год. Вообще, вот получить из вот такой крошки картошку сколько займет времени? Ну, смотрите, если мы сейчас поставим в правильном расположении весь процесс создания суперэлитного сорта, да, который у нас будет оздоровленным, у нас идет процесс именно с пробирки, микроклубень, мини-клубень. Клубень первого года – это элитный сорт. Клубень второго года, он будет суперэлитным сортом. Перед вами 3-летняя работа наших учеников. С ума сойти. То есть 3 года нужно, чтобы получить вот эту картошку, да? Да. Сначала пробирка, потом этот клубень, потом этот, потом маленький сорт. Но вы его не выращиваете до максимальных размеров, получается, да? Элитный Получается, она даже, она может, в принципе, но желательно, чтобы она стала семенной продукцией. То есть вы его сохраняете в виде семян, Да. а потом еще на следующий год садите, а И эту уж- картошку уже можно кушать. Да. И, кстати, один клубень оздоровленного суперэлитного сорта очень ценится, и стоимость его у нас в России от 250 и выше. То есть сорт Дезире, один клубень, если мы хотим заказать суперэлитный сорт, обойдется нам в 450 рублей. Вот эта картошка 450 рублей? Дорогие друзья, если вы когда-нибудь захотите увидеть картошку за 450 рублей, посетите общеобразовательную среднюю школу в селе Хатасы. Вот здесь золотая картошка. Мы сейчас находимся в лаборатории биотехнологии нашей школы. В ламинарной зоне именно здесь происходит процесс микроклонального размножения. То есть ребята работают под ламинаром, черенкуют, клонируют и создают с одного черенка можно получить до 18 таких растений. После этого, после работы на ламинаре и после того, как они здесь простоят, какой-то сорт стоит у нас 30 дней, какой-то у нас до 180 дней, да, и потом они переходят в грязную зону, где прям в почву высаживаются, либо в аэропонную систему. А вот эта вот жидкость такая белая, да, это что? Причем она же не льется, можно перевернуть? Да, конечно. Вот смотрите, это как будто воск. Это среда, которую вот наши обучающиеся делают именно в лаборатории, то есть не здесь, в ламинарной зоне, а именно в лаборатории. Его прям, это как приготовить, допустим, суп. Да? Но вот у них суп из, получается, микро-макроэлементов, которые не соединяют по определенному рецепту. Да? И, кстати, в прошлом году очень много у нас было исследований именно по различным составам среды. Да? И сейчас вот определили такой нужный состав. И все растет? Да. Рядом со мной находится ученица 10 класса Кириллина Мирабелла, которая присматривает, как она говорит, за вот этим боксом. Что здесь происходит? Мы, собственно, видим, да, растут некоторые растения, тот самый салат. Да. Расскажи поподробнее, в чем суть вот этого процесса. Это экобокс, гидропонная установка, которая обеспечивает благоприятную среду для микрозелени. Здесь мы сажаем официон и карметон, и укроп. Да. Как проходит процесс? Это пассивно, потому что тут не циркулируется вода, она просто стоит. В воду мы наливаем растворы, вот такие 3 раствора. Первое сначала вот это, потом вот это, в конце вот это. Тут мы открываем вот так, вот там вода. Вот. Немного закончилось, конечно, но мы это можем лить.
Также тут есть вентилятор. Это оно включается само, автоматический вентилятор, который включается сама, когда внутри становится слишком жарко. Здесь также мы можем увидеть температуру, влажность, время посадки и дни. Ну, в общем, да. Ну, здесь особо делать и нечего, оно само делает. Поэтому оно удобнее там и практичнее. То есть земли здесь практически нет? Нет. То есть гидропоника – это то, что растет на воде? Да. Ну, там есть мох, вот здесь. Вон там мох. Оно впитывает, вот, это мох, оно впитывает все питательные вещества, которые есть в этих растворах, которые мы наливаем в воду. И за сколько дней может вырасти вот салат примерно? Вот ты же наблюдаешь за этим ежедневно. Ну вот такого размера салат, к примеру. Ну давай покажем какого-нибудь большого. Покажи. Вот, достаточно большие листья. Сколько дней надо на это? Салат можно добиться. Вот такой салат может добиться через 30 дней. Вот можно тут посмотреть, вот дни, вот эти. То есть 30 дней нахождения вот в этой жидкости, и мы получаем салат круглогодично в домашних условиях. Да. Вот от той самой маленькой семечки до вот этого состояния необходимо 30 дней. И действительно мы видим результат, совершенно свежая, полезная зелень, ароматы прям как будто растет все на грядках. То есть я думаю, что этот процесс совсем скоро будет запущен в больших объемах, и у жителей нашей республики появится тот самый уникальный шанс кушать свежую зелень каждый день. И, конечно, это не может не радовать. Микроклубни картофеля, тушенка, хлебцы, органические удобрения, сувенирная продукция, леденцы, натуральный шоколад, растворимый концентрированный морс, натуральное мыло и другие инновационные продукты – вот лишь малая часть проектов, над которыми школьники Агрокуба работают ежедневно. Ребята принимают активное участие в научно-практических конференциях, конкурсах, грантах, где занимают призовые места. За первый год научно-учебной лаборатории разработаны проекты с выходом уже готовой продукции. Так Бурцева Алина и Петрова Каролина совместно с руководителем Николаем Матвеевым изготовили и сертифицировали тушенку из мяса жеребятины высшего сорта с сохранением мяса путем консервации продукта в реторт-пакетах, отличающихся легким весом и транспортабельностью. Здесь мы занимаемся проектной деятельностью, проходят различные мероприятия, НПК, выезды. И за эти годы у меня есть несколько проектов, но одним из самых результативных является тушенка из жеребятины, который мы реализуем через наш сельскохозяйственный кооператив. На данный момент я работаю там разнорабочим и готовлю свою тушенку объемом 3000 штук для наших военных участников СВО. Здесь наши продукции оживляются от идеи до потребителя, и мне здесь очень нравится. Рядом со мной сидят ученицы 9 класса, это Александра и Айта. Хотелось бы узнать, чем занимаются эти девочки в данный момент. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы занимаемся химическим анализом почвы и на данный момент определяем марганец, А для чего вообще это делается? чтобы определить плодородность почвы. То есть это ваша личная инициатива или к вам уже люди обращаются за этим? К нам обращаются люди, и раньше мы сами, конечно, делали, но сейчас за деньги делаем. Девочки, а как проходит вообще процесс вот того самого анализа почвы, да? Долго ли это проходит, сложно ли? Это достаточно просто. Мы просто деионизированную воду добавляем в почву и необходимые компоненты для того, чтобы знать, сколько там, например, марганца находится в почве. И этот результат показывает фотометр. Подобным образом можно вычислить все макро- и микроэлементы. Александра, а подобные вот занятия, предметы тебе в дальнейшем как-то пригодятся? Да, очень пригодятся, ведь в будущем я хочу стать терапевтом, и этот кружок поможет мне лучше понять химию, биологию, чтобы сдать ОГЭ и ЕГЭ. Вот такие замечательные ребята обучаются в 3 Б-классе Хатасской средней общеобразовательной школе. Возможно, кто-то именно из этих ребят и станет тем самым светлым и прекрасным будущим всего агропромышленного комплекса республики.